После кулинарных марафонов кожа рук еще долго сохраняет сильные запахи. А в офисе или на свидании источать луковый аромат не камильфо. Я основательно подготовилась к сегодняшнему эксперименту. Проверяю, что поможет избавиться от амбре лука. Сода, кофе, петрушка или зубная паста. Несколько листочков пахучей зелени можно и пожертвовать на руки. Зеленой мочалкой тщательно натираю руки со всех сторон. Петрушка, не подведи. Сода – прекрасный абсорбент. Почему бы не применить его и в таком случае? Натираю руки белым пищевым порошком, а затем смываю. Непривычно, но никаких неприятных ощущений. Если руки пахнут луком, срочно нужно сделать кофе, не забыв предварительно подержать зерна в ладонях. Бонус – этот процесс очень похож на расслабляющий массаж для рук. Кофейные бобы приятны на ощупь и распространяют вокруг потрясающий аромат. Мятная зубная паста отлично маскирует неприятные запахи изо рта. Проверим, сможет ли она победить луковый запах не на своей территории. Наношу пасту на руки и размазываю словно крем. Мятой пахнет так, словно я вдруг очутилась в стоматологии. Петрушка работает, но ею не очень-то удобно и приятно натирать руки. Сода мне понравилась гораздо больше. Она есть на любой кухне, луковый запах впитала превосходно и к тому же смягчила кожу рук. Кофе – мой фаворит. Очень приятная косметическая процедура, хоть обойдется она подороже, чем сода. Аромат кофе сопровождал меня еще полдня. Зубная паста с луковым запахом справилась на ура, но это средство сушит и жжет чувствительную кожу, а мятный аромат, очень крепкий.